У гэтым фільме прагучаць успаміны тых, хто выжыў падчас карных аперацый гітлераўцаў супраць мірнага насельніцтва Шаркаўшчынскага раёну. Ім пашчасціла выжыць, але іх дзяцінства назаўсёды забрала вайна. Другая сусветная вайна, якая пачалася 1 верасня 1939 года з нападу гітлераўскай Германіі на Польшчу, закранула і жыхароў заходняй Беларусі, тэрыторыя якой уваходзіла тады ў склад польскай дзяржавы. 17 верасня, калі польскія войскі змагаліся яшчэ з гітлераўцамі, землі заходняй Беларусі заняла Чырвоная армія. Хавруснікі адзначылі разгром Польшчы сумесным парадам у Брэсце, які адбыўся 22 верасня. Так землі заходняй Беларусі патрапілі ў склад Савецкага Саюзу. Але новая ўлада прабыла тут нядоўга, бо хутка былыя хаўруснікі сышліся ў смяротнай бітве паміж сабой. 22 чэрвеня 1941 году гітлераўская Германія распачала вайну супраць Савецкага Саюза. На нашых землях сталі гаспадарыць нямецкія акупанты, што з'явіліся на нашых землях у пачатку ліпеня 41-го. Спачатку насельніцтва заходняй Беларусі сустрэла чарговых акупантаў у сваёй большасці неварожа, але потым стаўленне да іх паступова мяняецца. Гэтаму спрыялі як самі акупанты, так і партызаны, колькасць якіх увесь час узрастала. У некаторых месцах партызаны кантралявалі значныя тэрыторыі, так было і ў раёне казянскіх лясоў. Таму менавіта тут акупанты правялі адну з першых карных аперацый, якая насіла назву Нюрнберг. Адбылося гэта ў лістападзе 1942 году. Жили мы так, как и жили, как и все люди. В школу ходили дети. Последний год, в 42-м, мы не ходили уже в школу. И вот мой тата, некая гмина у Йодах была, надо было гроши платить, везти за землю. Пришел распечаленный, кажется, знакомый там ему был человек, и кажется, Михайлович, кажется, если дети невеликие, может, идут немцы на партизан. Неведомо, что тут будет. И загнали до колодца, и уже немец, все голосят, даже, наверное, его тронуло. Поставил пулемет, снял перчатки. Отец, вот так, как я сейчас говорю, по-польски к нему обращается. Пан Пух, а он говорит, я. Ага-то. А второй разнимает план. Трабовщизна, Блиновщизна и Куштали. Сжечь и убить. Но и уже снял перчатки, и только нажать курок, я сегодня помню, как это было, но достал папиросу. Папиросу курил, не курил, на это смотрел. На это же время подъехала спецмашина, душегубка, как раньше звали, черная. И высыпалось много, бригада. В дом зашли, на рамнях накрест были человеческие кости, на шапках череп изображены, белые перчатки по локти и черная свастика на этих. И поставили нас все. Пока мы голову подняли, сараи горать, ну, где-то какие-то, все, и это застилали. И сказал так, что-то между собой, а отец повернулся по-польски, пан Пух, а он пошло, говорит, ней, антвортен. Я жил у Кушталях с отцом, с матерью, с сестрой. Пришли вот немцы до нашей хаты прямо. Батька мой ковалем был, ковал. А пришли и сразу забрали батьку с хаты и повели. Я сзаду, значит, меня не пустили. Ну, остался, стою под стеной, а я не повели в деревню, посреди деревни, у хату. И там собрали у всех деревни мужчин. Мне уже 10 лет было.
як гэта ўсё палілі. Гэта палілі ў 42-м году. Раніцай гэта было 28-го, былі гэта запусты. А прыйшоў сосед і кажуць на папашу, што немцы да нас ідуць. З другой дзярэўні па лесе скрозь ідуць немцы. І жылі там, прыйшла сюды да бацькоў. А тут іх выгналі з хаты і пастралялі на панадворку, бацьку і матку. А наверху, як гаркнуў немец. А што ж она понимаюць? І нас з мальчыкам, 3 гады мальчык Ілюша быў за руку, і пашла каля ракі. А там з сяліпкі стралялі па жыдоўцы, жыдоўка пашла з рабёнкам, і мальчыка забілі, і мальчик остался, она и пошла. Как оккупировали немцы деревни, начинали Трабушкину, Куштали, жгли, неслось запах мяса людского, кричали люди, это мы все слышали. Трэба адзначыць, што ў кіраўніцтве акупантаў не было адзінага меркавання наконт слушнасці правядзення такіх карных акцый. Партызаны звычайна адыходзілі, а цярпела мясцовае насельніцтва. Так было і падчас аперацыі «Нюрнберг». Прошло сколько тут время, чуваться только пах, выстрелили. А мы з мамой, тогда як увидели, что их там уже бьют, палют, мы до раки и давай утекать. Полетели до раки, а немец стоит в нагороде и нас вернул. Асабліва ж цярпелі падчас гэтых аперацый дзеці. Шмат хто з іх разам з дарослымі загінуў у агні. Лёс жа тых, каму пашчасціла выжыць, таксама быў нялёгкі. Гаравалі, не дай Бог. Зварим что-нибудь трошечку есть и не треба. Я говорю, трошки. Тож мне надо. Жудасны малюнак 1942 года, калі згарэлі вёскі Шаркаўшынскага раёна, сёння ў памяці мала каго застаўся. Асабліва пакутвалі жыхары вёсак Кушталі, Свілы, Трабаўшчына, Журавоўшчына, Строна, Куялеўшчына, Бялкова. Засунули двери, закрылись и не пускались. Яны тады праз окно укинули гранату. Такий Анатолик его звали. И он такий дуже бавный. Схватил эту гранату, разбирался в этом деле. И праз окно назад. Тогда яны подняли, влезли на печь, подняли потолок. И через потолок несколько вылезло, и яны в окно укинули гранату. Один там разбирался, эту гранату не взорвалась и выкинул через окно назад. И их 8 человек осталось. Кто в студню это улетел, кто як спасались. А папу с мамой забили, спалили. И хлынули карники у вёску тады, калі яшчэ не снедалі людзі, трышчалі тыніны, дрыжалі сады, бярозы крычалі: «Што будзе? Што будзе?» Зганяюць салдаты людзей, хто ў ботах, хто босы, раздзеты ідзе, а вунь, нібы гусак, марудна вядзе матуля дзяўчынак, подлетков. А сестра у меня это средняя попала у Трабушкину. У Трабушкине у сарай загнали людей и подпалили сараи. Кто хотел, кто силу имел, тот дверь взломали, несколько, и сестра осталась живая. А этих спалили все в таку. Маці на смерть своих деток любимых вялі. Бураном пожару змяталіся хаты, змяталіся з роднай зямлі Кушталі. Успыхнули залпом яшчэ раз раскаты, и солнце поблекло от свежей крови. Братика молодого забили, братика молодого забили.
Его в армии не приезжавший. И не надо, он ручку маленькому поломавший. И не брали вагу ни детей, никто не брал. И мамку молодую забили, что молодая она была. А ті трупи, де битые были, ще ж вони спаленные были, так и они лежали там. А четвертого уже зваживали на кладбище у Шитях. И там выкопали яму великую, усіх у эту яму в одну, горелых усіх. Кто горелый, кто еще трогу обгорел, уже некоторые только кости возили, все в эту яму складывали. Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти реки наши, Владыка, прости беззаконие наши. Осенью 1942 года карательные отряды гитлеровцев, борясь с партизанами в Козьянских лесах, сожгли населенные пункты Кушталис, Вилы, Трабовщина, Строна, Журавовщина, Куялевщина, Белково, Щалипку, Игнацево, Подрезовщину, Станиславово, Вязовец, Фазово, Степаниху, Сухоборец вместе с их жителями. Моя уже бабушка, это тетка и два дядьки. Это мамины браты и сестра, и матка. И все 4 живьем их спалили там у сарае. Так там же 2 сарая нагнали их, все футары там, все там, и атушуль, и все. Там страшенно одни. Ну, там не знали никого, там одни голов не были все, заживо сожженные все были. И дети там было, у всяких было. В декабре 4-го пошла сюда, в Трабушкин, а тут все спалено. У такі загнавши мужиков и баб в 4 гумны. Усіх попалили живьем, побили. Мама попоролась, тату нашла обгорелого. И там родня ховали своих сосвил. И это и на туди. И они давай покладем и твоего. Поклала там уже и на 8-го поклала до покойника. Огонь до соломы поднесли, поднялся, узнялся удушливый дым и выкрикнул хтости: «Браточки, горы!» Разгнали у нас в этот другой ток, и замкнули. Ну все уже, хана будет нам. Все уже прощаются, бабы, а лошадь. Я тут лед, думал, может, дюрочка какая, быть, так где там быть, так сказать, они только такие подобрал были, что там не было ни дюрок, ничего. Тяжко мы жили. И у Лещевна были еще, 2 недели у Лещи были. Ну, скрылища, как уже живых не полили, что ее, скажем, ту полили, так уж и нам уже проходилось это быть. Выбрали еще в лес, 2 недели у Лещи были, у нас семья такая была, 2 сестры было, и наша с 30-го, а я с 32-го. Такие мы были. У Лещи с мамкой, у Лещи были, одна под одну под паху, другая под другую. Мамочка родненькая, вы видишь, лес у нас, просились. Вышли, забрали нас всех на болото. Кто имел свое? Это дело было на покрова. Как налетел самолет, как спустился низко, все ложило. Мой отец схватил сосонку, поднял, меня завернули в какие тряпье, наверх посадил сосонку. Смотрю рядом, и что живет женщина-то. И тут так само. А сами куда ушли, неизвестно, сколько мы мокли там, вот, не знаю. Уже они нас открыли, уже темно было.
Вядома, карнікам не ўдалося знішчыць партызан у казянскіх лясах, але каб пазбавіць народных мсціўцаў дапамогі з боку мясцовага насельніцтва, яны вырашылі стварыць у партызанскай зоне мёртвую пустыню. Центр борьбы с партизанами в то время находился в Глубоком. Руководил КАТ немецкий, в общем, этом генерал Экельн. Сам он придумал, и Геббельс, и Гиммлер. Ну, задумка была такая, что на границе Беларуси с Прибалтикой и Польшей сделать такую мертвую зону, буферную, чтобы партизанщина не проникла дальше в Европу. Аперацыя «Нюрнберг» была адной з самых першых маштабных акцый у рэгіёне, але далёка не апошняй. Вёскі палілі і ў 43-м годзе, і ў 44-м. У першую экспедыцыю татку забілі, цярпелі гора такое, а ў другую совсем из деревни, ну, сказать, выгнали. Тяжко мы отжили свою жизнь, что не придумать. Жорсткія меры, што ўжылі акупанты супраць сялян, прабудзілі ў тых, хто выжыў, жаданне адпомсціць. Ва ўсіх нас душы вайна выхаладзіла. Не хутка сагрэемся. Можа, і памром холоднымі. Ай, ды кі ты. Жонка за мной ходзіць, другі год ходзіць, з дзіцём спаленыя. Ты расскажи, лягчэй будзе. Лягчэй не будзе. А ты паспрабуй, расскажи. Ну што расказваць? Хлеб моя Мар'я пекла, смачны, для ўсяго атрада пекла. Мы ёй мукі прывезлі, яна і пекла. Выдаў нехта. Аднойчы ішлі мы з разведкі, 5 нас было. Удала схадзілі. Яна толькі на стол поставила, я з хлопчыкам позабаўляўся. Яна прыбягае і крычыць: «Немцы, немцы!» Полоска жыта за хатай была. Выбеглі. Ляжым, не дыхаем. Ляжу і бачу, эсэсавец Васька, дзяцёнка на руках выносіць. У мяне ўсё і абарвалося. А потым. А потым хату падпалілі. Я сівець пачаў, там жа Мар'я! Говори! Василька, за хлявом Антонаўка старая росла. Яго за кашульку на сучок повесілі. Самі адышліся, горача мне стала. А я ляжу і зямлю зубамі грызу. І ўсё. Василька з жонкай за мной ходзіць. Ой, я вінаваты. Ой, як вінаваты. Не виноваты ты, не виноваты. Мы вместе отпомстим. Аж до вечера перестрелка шла, и хату окруживши, как кто вылетит тут на это, с дыму, так перестреляют. Вот тогда дождали под вечер, что робить. Немцы показывают, ну, некоторые были, там, может, не немцы, может, у всяких было, выводят, учекайте. Он, ну, собрался с маткой, сестра была еще 6-й годик, эту укрутили в постилку, вынесли на двор, уже трошку снегу побрызгало, морозик был, на постилку посадили, в углы так связали и тягнем, а за деревню. А под печью сидела сестра, и у нас рожь, это жито сохло на печи, и уже стал мешок это загораться, они курей смолили немцы. И они стали задыхаться, там стало кашлять, а немцы почули, взяли подушки, было закрыто, это отсунули, и их оттуда с-под печью, и выгнали Генка-то, оставшего в партизанах. И сестра, и они, ей не забили.
Она им курей помогла еще обсмолить, сколько там. Ну и отпустили, показали, куда идти еще. Немец попавший добрый, уже карательный отряд был, пошелший где-то далей. И так вот осталась я живая, и она меня не кинула. Пойдем до бабули, пойдем, не будем сидеть, пойдем. И это Анфиса трапила до нас. И эту Анфису тогда мы разом, и она шла дядьки. И она с нами разом, и снова идем сюда. И снова стоит немец на огороде. А Леонек увидел, что мы идем, он сразу отвернулся от нас плечми. И в другую сторону. А мы пошли. Пошли речкой, и шли рекой. А река, и дети еще река, где уже замерзшие. Мы тогда приляжем. Как едут немцы, а немцы едут, а мы тогда ляжем. Вот, и тогда сказали, там можно с мужчинам разбирать, идти, где кто есть. Я сам ходил, батьку нашел, еще где ляжить. А девушки было тогда, як стрелялись уже, грачем еще было. Так эта грязь оттаяла, морозик был замерзший, так этой грязью так вымазывался ко мне, кожушок на девушек, как не гореть. И заметил, немец пришел тут на колодца и застрелил. А у колодца сидел сосед. Это ты видел, что это все? И он у колодца опустился, ну, крышка это глядел, что уже этот батька мой шевелился. И он пришел ближе и застрелил его. А гэтых такое место нашли по-простому за хлявом каля уборной. 25 человек с хаты вывели, и там гурба. Бабуля, а детки мои дорогие, вашего папку забили. Ну, мы пойдем глядеть. Зашли, поглядели, ну, нас прогнали. Там 25 человек, такая гурбататка, чуть не наверху. Уже нам явно был. Я испужалась, так меня их ранили наших, я не помню татки. У Бога все живые. Господь видит всех и знает всех. Они там. Придет время, и мы будем тоже там. И с каждым днем, с каждым месяцем все меньше и меньше нас в Белоруссии остается тех, кто может рассказать о том, что случилось в 41-м по 45-й год, как восстанавливали деревни, возрождали, как восстанавливали сельское хозяйство, промышленность. Полевой военкомат. Всех мужчин тут же в глазах забирают. Или мой отец оставляет мою мать на поле юрта из сена, привязана к кусту корова и маленький огонек. Они похоронили девочку, может, ну, месяц назад, как похоронили. После того, как поставили на расстрел, она выпала из шубы и разметала по снегу ручками. И скончался ребенок летом. Похоронили ребенка, отца забрали на фронт, а мать моя осталась. Отец воевал на 3-м Белорусском фронте и имеет по сегодняшний день медали за отвагу, за взятие Кенигсберга, на победу над Германией, за победу над Японией. Возвращаясь из Японии поездом, полный месяц ехали домой, а мать вот таким временем еще жила в юрте с сеном со мной. Лето переехали, в соломенной будке жили. Пришлось пахать на лошади детям. Отец уже в Германии, все такое же, как вернулись в будку. После будки тут смастерили к зиме землянку. Брат старший так это деревья осиновые кололи и землянку обставили. Жили пока. Ну. Сами их ездили таким видом и в лес, и бельки резали, и скрабали, и латы чесали. Не дай Бог нашей жизни.
А какое мое детство было. Потом в таком же образе было юношество. Они голые басы организовали колхозы. Государство признало, которые вернулись с фронта, дать бесплатно лесу. Этот дом того же лесу построенный он возил на голодном коне и сам голодный. А дальше пришлось строиться же. Дали лес, давали бесплатно. По горельцам лес я возил лично. Лошадь была так, по летку морозик, балки трили положишь, стайки далеко, километров 20. Там мастер Бартос показал, как строить дом. Брат старший там еще какой-то курдянский угол шип. Ну и вырубили дом. Отец с дядей, пильщики, пилили лес на доски так, вручную. Ну, напилили досок, это куда надо так. Ну, так и жили. После войны государство внимание обращали на нас, которые мужчины были, семьи подходили, помощь. А мы одни капельки иголочки, нас никто государства не видел, что мы остались еще голые, ни хаты, ни таты, никого. Зато мы были герои, и хату рубили, и латы чесали, и крыли. Тогда человечка не было на это дело. А если, как мы жили, крапиву варили, и густую, и редкую. Но ли государство не обращало внимания на таких, кто крепко страдал? Ничего. И теперь, конечно, вот что они помогают, скажи. Вот примерно я одна. Ну что мне? Что страшно, как будто не зашел в хату. Как мне сказал, что то еще я поправлю. Что-нибудь не копышет, сразу свет, так уже не страшно. А я, конечно, надо мучиться еще. Ничего не помогали, ничего. Вот такая история происходила. Теперь не можно вспомнить. Всего колотить. Столько лет прожил, 50, 80 годов прожить. Таким еще урожить. Теперь есть где жить. Маком. Паважаныя ветэраны, упрыканцы нашай сённяшняй сустрэчы хочацца выказаць вам самыя цёплыя, самыя шчырыя словы падзякі за мірнае неба над галавой, пажадаць вам крэпкага здароўя, каб з вамі былі заўсёды добрыя, чулыя людзі, каб вас паважалі, каб вы кожную раніцу прачыналіся з усмешкай ад таго, што жыццё працягваецца і што той жудасны боль вайны застаўся далёка, пра які нельга забыць. Нізкі паклон вам. Я только вот фильм этот вот. Хочете снять, как бы это все было? Да. Самое главное, что отдел культуры. Але ж ведаеце, гэта добра, што памяць яна жывая, што сабралі ўсіх дзяцей, прыйшлі глядзіце гледачоў много вёсак, і як балюча, праўда, у сэрцы балюча, калі гэта вы чуеш. Мы не бачылі вайны, але ж гэта так. Больш як праз 7 дзесяцігоддзяў пасля страшнай трагедыі яны сабраліся разам у Ёцкім доме культуры. Іх успаміны нельга было слухаць без слёз, і тады пачынаеш па-сапраўднаму разумець беларускае выслоўе «Толькі не было б вайны».